Всем мои приветствия. Это видео я пишу для тех, кто не знает, как можно зарабатывать на играх и вообще сколько зарабатывают на играх, не знает информацию об этой системе. Хотя я думаю, что все же многие понимают, что игра это одна из таких мощных бизнес-индустрий, да, где, в общем-то, крутятся, на мой взгляд, немалые деньги. Но, тем не менее, что же может сделать и рядовой пользователь, загрузив себе какую-нибудь игру? Ну, предположим, есть такая игра, World of Tanks, предположим, да, и в эту игру играют миллионы пользователей. Как же можно заработать на подобных играх? Есть такой сайт WhatStat, сервис рейтинга и статистики русскоязычных каналов YouTube и Twitch. Ну, в общем, давайте посмотрим, что мы здесь увидим. Идем в YouTube. Мы сейчас рассматриваем вообще просто игру. Загружаем в разделе компьютерные игры те каналы, о которых тут можно приблизительно хотя бы знать, сколько они зарабатывают. Вот один из лидеров, Ивангай, один из интереснейших молодых парней. И смотрим, минимальный доход у него 457 тысяч долларов. Интересно бы спросить у самого игрока. Давайте посмотрим его канал, о чем он, этот канал. Но сейчас на самом деле у него очень разнообразная тематика. Я как-то заходил к нему, правда давно, но он вроде бы начинал свой канал вообще с игры, с комментариев игры. Но теперь, когда у него уже за 6 с лишним миллионов подписчиков, он себе, конечно, может позволить уже всякие разные темы. Чтобы он не говорил, все равно это теперь уже потребляемо. Девушка, простите! Surprise, motherfucker! Ну да, канал вообще уже не об играх, о всяких, видимо, приколах, глупых вопросах. В общем, такая подростковая глупость, проще говоря. И смотрят его 6,5 почти миллионов россиян, не россиян. Ну, в общем, Ивангай это один из молодых людей, который начал зарабатывать на играх. Давайте посмотрим дальше нашу статистику. Так, некий Фрост, откровенно говоря, не знаю даже, кто он такой. Давайте посмотрим, идем в YouTube. Чем он занимается? Плейлист. Ну, вот, допустим, тоже разнообразие тем. Ну, что? Тоже, видимо, какие-нибудь приколы, наверное. Знаете что? Ну да. Давайте-ка мы с вами. И на сына. Все! Путал, что ли? Всем охренел уже. И я. Да, в общем, терпи тоже дальше. комментарии Почти по хедшот. играм. И не только, видимо, по играм. Но разряд приколов, проще говоря, развлекательные такие каналы для молодежи. Причем зарабатывать 580 тысяч минимум. Это компьютерные игры. Давайте мы сейчас найдем танкистов. Ну, предположим, официальный канал. Официальный канал World of Tanks. Смотрим. Это те, которые организовали вот эту игру. Это их канал на YouTube. То есть, что они еще извлекают с YouTube, кроме того, что они тут продают свои танки за довольно-таки хорошие денежки. Вот с YouTube что они имеют? Давайте смотрим. Так, с YouTube они имеют вот это вот 190 долларов, да, за 11, за 12 и так далее, и так далее. В общем, приблизительный доход минимум 167 тысяч долларов. Ну что, довольно неплохо за счет YouTube, в общем-то. Причем у них на канале, что мы видим, плейлисты разные. В общем, тут разнообразие тем, конечно.
Фортификационные сооружения и крепости многие столетия были главной надеждой 930 это прозвище по имени Конструктор. Ну, я думаю, тут много интересной информации про организацию игры, про историю танков, ну и так далее. Я думаю, что полезной информации здесь много. О том, как создаются игры, как играются лучшие игроки, какие у них идеи, соревнования. В общем, это целая огромная система, целая мощная такая индустрия игры. Вот. Ну, давайте посмотрим. Посмотрим еще кого-нибудь. Кстати, МВ-92 тоже танкист. Давайте посмотрим его. Он один из известных игроков, комментаторов, в общем, делает свои гайды, обучалки по тому, как хорошо играть в World of Tanks. И тут огромное разнообразие видео. Ну и, конечно, давайте посмотрим его доходы. Минимум 123 тысячи долларов. Ну и по дням, в общем, это так 145, ну и так далее. 300, вот это, короче говоря, пошло-поехало. Ну, иначе говоря, человек живет за 14 дней, заработал 2 минимум тысячи долларов за 2 недели. Человек живет за счет игры, по сути. Посмотрим, что и как он комментирует. Ну, допустим, система тестов. Так, ну тут он комментирует, видать, уже разработчиков, что они создали, как создают игры. Привет-привет, дорогие друзья! С вами MV921 и уже открыли общий тест патча 9.14. А значит, пришло время знакомиться с основными нововведениями, которые нас ждут. В отличие от Рубикона, этот патч реально насыщен многими фичами, и некоторые из них настолько большие, что мы в этом видео их касаться не будем. Ну и так далее, короче говоря, можно тут посмотреть, я думаю, много интересного и реально полезной какой-то информации для игроков, которые, в общем-то, подсели, скажем, на эту игру. Но я думаю, что даже несколько таких примеров, в общем, нам дают понять, вот компьютерные игры, я уж не буду входить в каждый теперь канал. Давайте просто посмотрим. Это все в YouTube зарабатывается. 457 тысяч долларов. 508 тысяч и так далее, и так далее. Так, давайте посмотрим самое маленькое, сколько тут зарабатывает. Пойдем ниже. Так, ниже идем. И меньше всех тут зарабатывает. Так, ну, посмотрим на 500-го участника, который зарабатывает 2000 долларов. Ну, 2000 долларов, но тут 600 долларов, да, 420 долларов. Давайте, кстати, посмотрим. Почему так мало зарабатывает? Всего 420 долларов-то. Комментатор, вот кто такой? Тоже танкист, видимо. Да, тоже танкист, кажется, если не ошибаемся. Ну и вот смотрим, сколько у него видео тут. Понравилось, если мы не берем в счет. Ну, смотрите, вот, да, вообще видео как бы даже ни о чем. По сути, тут очень мало видео, но берем эпичные бои. Но зато у него есть плейлист. Смотрим. Он, видать, записывает. Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Виктор Усипусев, и сегодня мы ведем наш репортаж с карты «Линия Зигфрида», где проходит очередной товарищеский матч между рандомной командой зеленых и знаменитой победоносной рандомной командой красных. Сегодня мы будем наблюдать за игрой от лица игрока под ником Горг04 ХДБ. Да, друзья, давно этот игрок выступал за клан ХДБ, но совсем недавно легендарная команда рандомных зеленых перекупила его за 1000 золотых монет и... Ну и так далее, да. Ну, в общем, смотрим, у него 27 тысяч подписчиков, довольно-таки неплохо. И данное видео имеет 84 тысячи просмотров. Ну да, он что-то мало зарабатывает, да. Ну, этот человек, я думаю, уже живет только за счет игр фактически. Это мы посмотрели за самое маленькое количество заработка.
Так, ну вот, я сейчас заканчиваю свое небольшое видео без такого особого анализа, просто поверхностный просмотр данных по статистике вот этого сайта. Хочу сказать, что если вы подсели на игру, старайтесь из игры выжать максимум. Имеется в виду заработать на игре. Как можно зарабатывать? Конечно, это уже следующий вопрос. Это организация канала на YouTube и все такое. Монетизация YouTube связывать нужно с AdSense и так далее, и так далее. С вами был SipDayTom. До следующего видео.